Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В республике обсуждают обыски в Министерстве здравоохранения региона. Стало известно, что дело касается деятельности ООО «Медфуд», которая занималась поставками продуктов питания в республиканские больницы. Мы напомним зрителям рубрики, что в декабре 2018 года работники республиканской больницы номер 2 написали открытое письмо, в котором вступились за уволенного экс-главного врача Бориса Андреева. В нем говорилось, что на больницу оказывается давление в пользу заключения контрактов с Медфуд. На данный момент в Минздраве заявили, что оказывают все необходимое содействие следствию. В Горном районе Якутии в камере для административно задержанных обнаружили тело погибшего мужчины. Возбуждено уголовное дело. Установлено, что 24 марта текущего года 39-летний мужчина был доставлен в отдел МВД России по Горному району из Центральной районной больницы, по сообщению медперсонала. Медики сообщили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и не соблюдает назначенные процедуры, а также нарушает покой и порядок. Мужчина был доставлен в отдел полиции и помещен в камеру для административно задержанных. На следующий день в камере было обнаружено его тело. Согласно данным экспертного исследования, причиной смерти мужчины явилась внутричерепная травма. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств смерти. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается. В одном из торгово-развлекательных центров Якутска произошла эвакуация посетителей из-за пожара. Оказалось, что тревога была ложной, так как сработала сигнализация. На момент эвакуации люди не знали, что тревога ложная. Однако паники и давки не было. Зрителям обещают вернуть деньги за билеты в кино. К федеральной повестке группу контрабандистов с 13 килограммами нелегального золота из Турции задержали в аэропорту Шереметьево. Сумку с украшениями привез иностранец, а растаможить пытался полицейский. В изъятой сумке обнаружилась масса ювелирных изделий из золота, в основном колец и цепочек на сумму около 11 миллионов рублей. Оперативники полагают, что иностранец перевозил драгоценности при помощи подельников. Ими оказались двое россиян, один из которых является сотрудником линейного управления МВД. В операции по пресечению незаконного ввоза принимали участие таможенники и сотрудники ФСБ. Всем трем участникам преступной схемы предъявлены обвинения. Корабли авиации и морская пехота Балтийского флота России провели в Калининградской области учения по высадке десанта на побережье. Отрабатывались задачи по разминированию акватории и инженерному обеспечению в районе десантирования и подавлению обороны условного противника, рассказывает Сергей Берец. На полигоне Хмелевка в Калининградской области России в четверг прошла заключительная часть тактического учения бригады десантных кораблей Балтийского флота, включавшая высадку морской пехоты на берег. До подхода основных сил, которым ставилась задача прорыва обороны побережья, с вертолетов и быстроходных катеров были высажены бойцы инженерных подразделений. Они проделали для наступающих проходы в минных полях. Десантирование производилось с БДК «Минск» и «Королев», а также с катеров на воздушной каверне. Учебная операция стала, в частности, проверкой мастерства водителей бронетранспортеров, отметил начальник управления боевой подготовки Балтийского флота, капитан первого ранга Валерий Харун. Те десантники, которые высаживались, у них это не первая высадка в этом году. До этого они как минимум уже 4-5 раз каждый из механиков-водителей, которые находятся там, из командиров, произвели эту высадку только вот за март и апрель месяц. Офицер добавил, что, как правило, тренировки проходят в условиях залива. Вождение на плаву в море сопряжено с дополнительными сложностями, в том числе с высокой волной и сильным ветром. Общая численность кораблей и судов обеспечения составила 20 единиц. Действия морской пехоты поддерживали 2 десятка самолетов и вертолетов, а также боевая техника береговых войск и инженерных подразделений. План нынешней фазы учений предусматривал прорыв противодесантной обороны условного противника. Ранее корабли провели стрельбы по морским и воздушным целям, а также противолодочные маневры. На этом пока все. Берегите себя.